Может быть, удар и в створ ворот бы пришелся, но все равно опасно в любом случае. У Тюмени вчера состоялось собрание, которое созвал президент клуба. И да, замена Гита появляется на площадке у гостей вместо Кирилла Щурка. Почувствовали наставники, естественно, что не идет игра. Прежде всего, Василий Белов, сам известный в прошлом голкипер. Москалев с мячом, и сразу Гита подключается на чужую половину площадки. Мурашов, перехват, но не стал разгонять быструю контратаку. Мурашов направо, не проходит передача на Карлоса Аугуста. И здесь Батареев мяч перехватил. Батареев, хорошая передача, пас, там доработал. В защите Павлов успел прибежать. И Тюмень по-прежнему создает моменты у ворот соперников. И причем Тюмень-то создает почему моменты? Потому что ошибки в обороне ухтинцы допускают. Витама, удар! И впервые в этом матче вступает в игру. Но действие уже как, собственно, вратарь. Тяга Гита, Москалев, удар, гол! Что творит первый чемпион России среди цыган Михаил Москалев? От троих ушел Москалев. Вот эта машина. И радуются ухтинские болельщики. Их здесь около 70 человек. 5-я минута матча. Счет ничейный 1-1. Понятен восторг ухтинских болельщиков. Ну и у нас начало, что называется, без разведки. Ну а какая здесь разведка может быть и какая разведка еще нужна? В начале 2-й минуты Неведров выбил вперед Тюмень. Ну а на 5-й минуте сольный проход Михаила Москалева приносит удачу ухтинцев. От двоих ушел. Потом протолкнул мяч мимо Неведрова. И слева здорово пробил с близкого расстояния. Здесь бессилен был голкипер. Но все великолепно Михаил Москалев сделал. Его реакцию вы тоже видите. 1-1. 1-1 на 5-й минуте матча. Москалев в этом сезоне забил свой 23-й мяч. Плей-офф 4-й. Есть 4 голевые передачи. Опасный момент. Удар. Гол! Нет. Что там, штанга была? Честно говоря, я не понял. Показалось мне, что мяч из ворот выскочил. Ну, давайте смотреть повтор. Там судьи сами пошли брать вес. А мяч-то куда? К нам сюда улетел не то что на трибуну, практически на комментаторскую позицию. А мяч попал, по-моему, в перекладину. Но сейчас еще повторы увидим с разных позиций. Но судьи пошли удостовериться, что мяч не попал в дальнюю стойку. Мне-то тоже показалось, что мяч попал в дальнюю стойку и выскочил из ворот. Но там свой игрок спасал. Это... Да, здесь штанга, потом перекладина. И мяч выскакивает, естественно, за линию ворот. И снова Рыночнов имел момент. И Рыночнов здесь... А вы знаете, может быть, мяч-то в воротах и побывал. Вот такое впечатление, что мяч-то ударился вот с этого повтора. Да, конечно! Он выскочил из ворот. Он выскочил из ворот, поэтому мне тоже в динамике показалось, что гол был. Сверху, по крайней мере, с комментаторской позиции. Но и мы видим на повторе, что мяч-то действительно из ворот выскочил. Да, он попадает вот в эту дальнюю стойку и потом уже выскакивает из ворот. Но я не знаю, может быть, вдруг судьи другое решение примут. И я, получается, ошибся. Хотя вот, судя по этим кадрам и повторам, ну, мяч здесь железно линию ворот пересекает. Я думаю, что арбитры сейчас должны, естественно, разобраться. Пытался Фил Парадинский в подкате выбить мяч из пустых ворот. Мяч после удара Рыночного. Рыночнов здорово мячом распорядился. Мимо Гиты пробил. Ну и пытался Фил Парадинский выбить мяч. Он снова здесь оказался на последнем рубеже. Фил-то умеет не только в атаке играть. 15 мячей Фил Парадинский в плей-офф забил. Лучший бомбардир и чемпионата в целом. Причем 3-й год подряд. И лучший бомбардир плей-офф. 15 мячей, плюс 4 голевые передачи. Фил Парадинский, который здесь, в Тюмени, когда-то начинал свою взрослую карьеру в 19 лет. Маркос, бразильский тренер, его привез в Тюмень. И Фил Парадинский успел поиграть вместе со всем тренерским штабом нынешним Тюмени. И с Абышевым, и с Чухрием, и с Афранио, и с Греута. Ну и поиграл вместе с Батаревым, естественно.
И воспоминания о Тюмени у него только самые хорошие. Фил Бородинский, кстати, остается в Ухте. Все его устраивает, все нравится. Дочка, как оказалось, уже не первый, а второй класс окончила. Неверно сказали. Сегодня у Фила на всякий случай уточнил. Да, обычная русская школа, частная школа, но русская школа. Сын ходит в детский сад. Все Филу нравится. Дети, естественно, очень прилично говорят по-русски. И это тоже здорово. И Фил, получается, 5 лет уже живет в Ухте. Следующий сезон тоже собирается в составе Ухты начать. Затянулась у нас пауза. Ну, честно говоря, не совсем понимаю, почему она так затянулась. Но как есть, так есть. Так вот, состоялось собрание вчера, которое проводил президент мини-футбольного клуба «Тюмень» Александр Попов. И там был и достаточно жесткий разговор, как с командой, так и с отдельными игроками. Но, с другой стороны, вот сегодня не смог присутствовать из-за командировки на игре губернатор Тюменской области Александр Мор. Он ходит практически на все матчи, когда в Тюмени всегда не пропускает домашние игры. Сам неплохо в футзал играет. И Владимир Якушев тоже не смог, бывший губернатор Тюменской области, первый зампред Совета Федерации, присутствовать. Они большой привет передавали. Нет гола. Гола нет. Но вот видите, я ошибся. Гола нет. Получается, мяч в штангу в перекладину, а в створ ворот не попал. Ну да ладно. Арбитром виднее. В таких случаях передача на дальнюю штангу. Булкаткин туда прибежал. Подбор за Тюмень. Удар! И Гита тащит. По-моему, там рикошет даже был. Мощный удар с дальней дистанции Неведрова. Гита здесь блестяще играет. Во время падения еще и повреждение небольшое Гита получает. Ну да, здесь красиво. Ну так, немножко переукрашивает бразильские вратари обычно. Но все великолепно сделал Тиаго Гита. Двукратный чемпион мира. В 2021 году лучшим вратарем мира признавался Тиаго Гита. Прострел, не проходит передача. Но настрой у Тюмени на этот матч просто сумасшедший. Да, Тюмень проигрывает серию со счетом 0-2, но 2 домашних матча сегодня и завтра. Завтрашняя встреча в 16:30 по московскому времени начнется. И будет, естественно, трансляция на флагманском канале холдинга Матч ТВ. На основном канале в 16:30 по московскому времени. Не пропустите трансляцию 4-й игры. Гафтадзе играет с Булкаткиным, убирает мяч под левую. Передача! И там Перевалов разрядил обстановку. Контратака. Убегает здесь, убегает Хусаинов. Еще одна мощнейшая машина Дмитрий Хусаинов. Но на этом площадка закончилась. Удар! Падение уже наносит Рыночнов. 19-летний Рыночнов. Ну посмотрите, что он в этом сезоне делает. Еще удар! Неведрова. Показалось там игрокам Тюмени, что мяч в руку соперника попал. Ну, во-первых, это было за пределами штрафной. Во-вторых, не каждая рука – это рука, за которую назначается штрафной либо пенальти. Не каждая рука – это фол. Поэтому встречу судьи не остановили. Тюмень в хорошем темпе начала. Тюмень здорово смотрелась и в четвертьфинале, и в полуфинале. Да, там не без доли где-то везения проходили соперников, но и Тюмень-то была хороша функционально. Тюмень пласталась в подкатах. Тюмень играла здорово в обороне. И вот в Ухте до поры до времени Тюмень тоже и на равных, и где-то даже первым номером играла против ухтинцев. Но потом наступал момент, когда немножко сыпалась игра в обороне. И за счет собственного брака Тюмень 2 поражения потерпела. Прежде всего за счет собственного брака. Ну а здесь мы видим уже такую настоящую Тюмень. Денисов 1 в 1 пытается раскачать Батырева. Батырев, кстати, если в первом матче в Ухте видно было, что еще не готов. Удар с острого угла от Хусаинова. Успевает руку поставить Суханов. Угловой удар с левого фланга гости разыграть. То во втором матче уже повеселее капитан Тюмени выглядел. Но капитан Тюмени Уполев, вот сейчас он травмирован. Передача назад на Денисова. Отбивает мяч перед собой Суханов. Но там уже полевые игроки помогли своему голкиперу. И Гита играет на Денисова.